Так, сегодня на обед жирный глухарь Юрий Егорович добыл. Вот. Вот угостил нас глухарем сегодня. Здесь прямо приготовил. Вот на печи. Посмотрите, какой жирный бульон получился. Вот. Они наши соседи. Здесь рядом тоже ставят сетку. Также, друзья, у нас еще один есть замечательный сосед. В нашем доме появился замечательный сосед. В нашем месте появился замечательный сосед. Ух ты! Глухарь. Сейчас сезон охоты на него разрешен. О! Хороший улов. Хороший улов. Алексей Алексеевич. Ну что, как дела там? Есть рыба? Ну, на тех сетках-то? Нормально, а? Нормально, да? 50-60. Да, ничего себе. Ничего себе. На той стороне взял, то есть. С каждой сетки? С каждой сетки. Вообще нормально. Так что... Чай дай бахан, да ты кире? Чай. О, смотрите, он рыбу-то неплохо водит. Неплохо. Друзья, начинается очередной день нашей рыбалки. Ну, наверное, 8-й. Аркадьевич уже подготовил майну. Я затопил печь. Температура сегодня 25 градусов, на удивление тепло. Я думал, будет похолодание. Присутствует небольшой южный ветер, умеренный. Когда? О, колбаса. Вот это колбаса. Это мы понимаем. Это мы понимаем. Неплохо. А? Вот тут уже демон неплохо. Конечно. Я не буду года. Я короче. Вот Андрей Аркадьевич сказал, нормально уже. Одобряет такой улов. Кто не одобрит? Рыбалки, друзья, больше всего страдают колени, коленные суставы, поэтому их лечим щукой. Щукой лечим. Есть ролик в ютубе, посмотрите, как лечить суставы щукой. У меня есть ролик такой, кто не знает, там инструкция в описании, ну в этом ролике есть. Можете полечиться. Народная медицина. Традиционная. Но помогает. Помогает. У меня вот до этого левое колено болело. Прям жгло там вот, когда ходил, нагибался. Полечился щукой зимней. Все. Забыл проблему. А так, конечно, левое колено у меня было сильно, да.
Я же только что рассказал, есть ролик в ютубе. Как лечить колени и как лечить суставы щукой. Андрей Витальевич. Ну ладно, Андрей Витальевич сделаю исключение, расскажу лично. Вот иногда некоторые рыбы сильно застревают прямо. И это, ну, врезается получается, да? У нее врезается в этот, в кадык. О, здоровая коряга, как улетел. Сегодня мы взяли на всякий случай лобные фонарики, да? А вы вдруг много рыбу идет рыбачить допоздна. Сетки не наши, сеток много. Надо проверять. Чужие сети. Легче проверяете. Да, чужие сети легче проверять. Мы с Аркадьевичем просто батрачим здесь, помогаем. Нас очень сильно попросили, сказали помочь, проверить сети. Надо. Мы не хозяева сеток. Вот. Так что так вот, друзья. Все предъявы на пенсию. Бригадиру. Бригадиру, да. Все вопросы туда. Я вообще просто снимаю, хожу. Пришел поснимать, мне сказали, иди помоги. Распутай сетку. Я говорю, ладно. Не проблема ли? Но. Помню старые науки. Ну, за пару рыбок, говорю. Помогу, конечно, маркером. Аркаш, рассказывай что-нибудь, историю какую-нибудь смешную из жизни. Как сети утопил. Был один такой военком. Ну, Ага. Первый раз не шрага, я брам. Первый раз взяли на рыбалку тоже сюда? на ряпушку, да. Ага. Здесь Жиганский у нас. Ага. И когда тянули сетку, а там таймень Ага. за усы захватился. Ничего себе. Один тыкает печней, второй вот. И он говорит, что прямо в прорубь прыгнул вот так, половину руки туда засунул, говорит, и за жабры его вытащил. Красава. Здорового тайменя, килограмм на 20. Красава. Респект ему. Военкому Вот этому. такое дело. Ну, намочился, да? Конечно, рука вся вот. И что потом, как тушился? Болот пошел. Болот есть. Вот такие вот ребята, друзья. Военкомы отчаянные. Попадать. Он бы мог туда целиком запрыгнуть, наверное. За таменем. Кто не рискует, тот не ест тайменя, как говорится. Сейчас. Вот сетка дошла, вот немножко с запасом было, где-то сантиметров 50. Так, а у нас саней нету. Пусть немножко рыба закоченеет, а я пойду схожу
проверю печку, потому что я затопил печку. И принесу сани. О, наш сосед, замечательный сосед, ходит проверять сети. Сегодня буду всем календари вручать. В обед, надеюсь, к нам зайдут. У нас палатка большая. Вон он ходит, сосед. Вон, кстати, Игорь ходит. Только не Капустина, который Жиганский. Вот. Вон там вот Иннокентий с молодым, с новеньким рыбаком, с гостем сегодняшней вечеринки. Ну, иду проверять печку. Печку надо всегда следить, друзья. Не допускайте слишком перегрева. Труба начнет у вас греться сильно. Это может повредить вашу палатку. Вот. Ну и начинается, как я говорил, термоядерный взрыв печи. Снегоход я вот так поправляю. Вчера поменял склизики новые, поставил, друзья, посмотрите. Подкинул цепь, гусеницу. Сегодня прям такой еду, такой кайфую. Давай. Так, что у нас тут по печке? Ух ты! Ташкент! Так, в балке тепло. Так я утеплю вот в баллон. Нашел вот такой войлок, и он прилепляется на неодимую магниты. Решение отличное, я думаю. Голову вчерашнего глухаря никто не съел. Голова никому не нужна. Вороны не едят такое. Вот. Пришел за санями. Пластик саней не выдерживает нашей суровой эксплуатации, поэтому в нем появились небольшие дырки. Смотрите, Юрий Егорович свой балок вчера завез. Балок. Вот сани, посмотрите, как не выдерживают эксплуатации. Вот заводские, им хана. О, просторный такой балок, смотрите, весь утеплен пеной. Вот. Егорыч тут какой-то чьи-то яйки подвесил. Шучу. Походу зоб. Потом спросим, что это висит. Сегодня, друзья, тепло, снимать комфортно, поэтому буду снимать. Вчера был ветрюган, все страшно, пальцы сразу коченели, перчатки дубели. Аркадий ждет. Кстати, он накачался, вроде как качканом стал, очень жесткий стал. Так, сани оставляем здесь. Да, пускай немножко подготовится. Вот, посмотрите, лайфхак какой от Андрея Аркадьевича. Он привязывает везде российские ленточки сегодня. За Россию? Да, за Россию. И вот такие ленточки где брать? Это есть у нас специальные. Продаются, да, такие? Это прорывы, эта рыба пойдет для жен мобилизованных. Да. Помощь. Отлично. Андрей Аркадьевич, в каком-то этом работаешь же, да?
Общественный, да? Какой-то. Общественная организация, Совет ветеранов. Вот совет ветеранов он работает. Вот. Ну как сказать, работает. Просто там председательствует, наверное, я так думаю, либо заседает. Так, любители ряпушки, наблюдаем. Вытаскивается сетка. Ой. Сейчас, минутку. Минутку. Вот единственное неудобство быть блогером, это тебя все стоят, ждут, пока ты с камерой тут лупаешься. Вот. Булатах дер киллер бу. Сесе билди. А? Бу булаты. Булат тугна. Булак тугынан да. Бу. Это где-то сервер лимите. Аркаич, а чё на платок таскаешь такой на лице, на голове? Ну, все, наверное, удивляются, как оделся, как баба. Да. А это здесь необходимый атрибут для на севере. Когда вчера вечер был, я забыл платок одеть и обморозил щеки. Уже тут красный он есть. Это специальный платок, да? Да, платок специально одевается, когда ветер дует с этой стороны. Платок вот так делаешь, чуть-чуть выдвигаешь. Тогда лицо сохраняется. Если так стоишь с этой стороны, то с этой стороны маленько вот так подтягиваешь. А если не дует, вот так убираешь. Все. И плюс, еще один плюс в том, что когда потеешь, вот эта ситец, она как его, пот всасывает. Запрещенную рыбу таскиваешь или? Он их отпустит. Пока не замерзся. Мерзнет. Корзину мерили ляхом. Как вчера получил. Вот же, бедный, давай быстрее. Опс, ушел. Кусок прямо его не держит. Сетка опять закрутилась у нас. Ютерен батон. Рыбану походили. Я его не мерил. Да, кирпич там тяжелый, сейчас его отрежем. Режем кирпич. Тут и свои груза неплохо тащит, оказывается. Потому что наплава не очень крупные, они не могут этот кирпич тащить. Скорее всего из-за кирпича. Ты как думаешь? Да. Что-то с грузом. Там тяжелый кирпич был, вообще огромный. Либо этот песок там, наверное, угол. Ну, либо что-то есть, ага. Да, скорее всего, вот, наверное, в этом проблема, вот. По сути, Снимай, да? Небольшой. Не так-то небольшой, но Надо развязывать. прям развязать. Наверное, надо это как-то сделать его. Что-то он не идет же. Нормально. Ну, видишь, это потом завязал уже кто-то. А без кирпича была так. А ну-ка попробуем-ка без кирпичика. Где-то там в этот залез, в дырку. По-моему, она... Да, сюда залез. Да, сколько? Рыба. Конечно. Это родная же. Левая. Вот эта сетка у нас второй раз.
Ну вот, на этой сеточке совсем мало. Так как вчера было. Вчера вообще еще меньше было. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 24 штуки. Не густо. Вообще не густо. Давайте посчитаем, там сколько. Вот на этой. Это у меня более. Пятьдесят, 55, 60, 68, 58. Довольно интересно. Так же как вчера. Так же как вчера. Завтра будет так же как вчера. Конечно, покажи-ка платок. Так, еще раз. А то ты рассказал про платок, а не показал. Вот. Ну, обычный платок ситцевый. Ага, ситцевый должен Сейчас быть. ветер отсюда дует. Ага. А так станешь, от это лицо морозится. Поэтому вот так маленько вытягиваешь. Тогда уже не дует. А вообще это похоже на простыню. Ну, платок ситцевый. Ну, похоже на простыню. На кусок простыни. Поняли? Вот так вот, друзья. Так что учитесь северных народов. Либо берите шапку получше. Но вообще, по идее, есть шапочка у северных народов. Чомпой называется. Ну, везде по-разному. Она из оленя вот такая вот. Края мехом. С краями. Да, вот у них края как экрана. Он здесь помех отсюда и отсюда как бы. Но сужается обзор за счет из-за этого. И поэтому везде приходится вот так вот поворачиваться. Вот. Вообще как бы в такой одежде, в сковывающей, чтобы посмотреть налево, направо, вам приходится вращать полностью корпусом, двигать. Вот. Поэтому у вас постоянно находится в движении вот суставная часть, ну как бы ноги, вот ноги постоянно в движении, то есть поворачиваешься туда-сюда. Вот. На мне в данный момент костюм от фирмы ХСН. Ну, довольно давно ношу эту фирму. Хороший костюмчик. В нашем доме появился замечательный сосед. Хорош! Реакция слабая. Успел, да? Не намочил? Ты смотри, да, вот
это реакция. Это реакция просто. Космическая. Что-то космическое. Эвидента. Так, в одном было 25, в другом 68. Ага. Ну, вчера также было 68, если что. О, он тут 40. Тут 49 был. А, точно. Ага, Тут точно, 49. точно. Какая еще помню. Пока трезвый. Это хорошо. Художником быть вообще хорошо, по идее. Только все время грустный, хмурый ты. А когда это, да, веселый, да? Там как будто дергается кто-то. Рыба. Там может быть еще этот тайник. Может быть, за усы если схватилась. О, да, их уже помотать. А, уже пришли эти, да, икряные. Икряные уже все. О, вся сетка икряных. Все, вся сетка икряных. Икряные уже подходят. Утром завтракал, нет, Аркадьевич? Да. Есть. Можно икрой позавтракать сразу. Света. Питательная икра. Песково-рожный, тут любимый. Пакет? Песково-рожный. Экрана. Пакет выдавливал. Да. Ну, ладно, поднял. Ну. А потом в обед ел, да? Да, потом берешь. Ножом откручиваешь. А, ну, понял, ага, точно. Это в прошлом году сказывал. Такая штука. Хорошая. Ох, мапта. Балыксу пардади, елка. Ну, здоровая рыба. Там же здоровое что-то было. Надо было быстрее вытаскивать, елки. Большая рыба ушла, друзья. Только что. Какая-то огромная рыба. Что-то большое шло, взорвалось прямо у нас на глазах. Сегодня еще поперечку проверяем. Так-то. О, там что-то есть. Что-то большое может быть, да? Большое и зубастое. Так, это, по-моему, твоя сторона, это моя. Ой, сегодня без ветра как хорошо, а? И тепло, и без ветра. Удивительно. О, блин, их муха. Ну этот опять попался у нас тут, которого я там выше отпускал, попался ниже. Таких мелких отпускаем. Да мы вообще всех отпускаем так-то. Да? Да. Зачем нам проблемы? Тут ты идешь Опять опять. залез в сетку. Ничего, сейчас вытащу.
Будем вытаскивать и отпускать. Как раз пока он не научится. Еще один тут залез. Мелкий. Разбойник. Мелкий разбойник был убит. Так скажем. Будущий. Вот морковь. Ну, когда подрастет, пускай приплывает. Когда мы этот лицензию возьмем, да? Да. Тогда пусть приплывает. Чего? Нет. А это опять недолго лежал. Да, видите. Да, вот что лысать так. Так, мы посчитаем, сколько тут штук поймали мы там. Раз, 10. Пять, 50, 62. Ну вот, друзья, 62 рыбки с этой сетки. Вот. В принципе, рыба прибавилась. Все хорошо. Пойду сейчас вывалю рыбу, чтобы она застыла на ровной поверхности, чтобы потом удобно было их грузить. Ну, тарить уже тару мешки. Вот. Поэтому так. О, Егорыч тут привез дрова, смотрю. Вот такие у него сани огромные с отбойником. Скидываем.
Так, сегодня на обед у нас ассорти. Макароны. Это разогрели жаркое. Колбаску туда кинули. Все, в общем. Потому что все. Да, все замерзает, поэтому все кидаем в одну посуду и разогреваем. Вот. Сейчас вот ребятам привез небольшой презент из Якутска. Да, можно так сказать. И сейчас хочу вручить торжественно всем. Ну так как надвигается 2023 год не за горами, у меня, как всегда, вот такие традиционные календари, клевая рыбалка с рыбами на 23 год, лунной фазой клевок. Вот, если поедете на рыбалку, пользуйтесь календарем. Вот такие вот. Держи. О, спасибо. Не за что. Держи. Махтал. Дай 5. А Иннокентию Иннокентьевичу я уже давал, так что можно. У него уже есть. Быйылга туңда. Улуңда. Был. А, был, конечно. Каждый год ловим. Там еще Алексей Алексеевич у нас ходит снаружи. Он у нас. Сейчас ему тоже вручу. Вокруг домов, когда ходит. Ждет. Сосед, конечно, интересный. Я нравится, что все эти варите. Хороший клев, средний, плохой. Волокты кире волоха, не пора. Ну вот Алексей Алексеевич ждал, что-то он не заходит. Придется выйти и ему вручить. Алексей Алексеевич, ну как у тебя улов? Сегодня уже дубасишь. О, вообще красиво. Смотри, я тебе принес календарь такой. На 23 год. О, там на снегоход положу, ладно? Ага. Сюда положим, потом сам уберет. Рыбой передаем вот так. Хоп. Вот. Все. Всем дал календари. С Богом. Так, проверка вечно пустой поперечной сетки. Проверка вечно пустой сетки идет. Поперечной. Вечно пустой. Где-то на каждом вода будет. Bu köle limedi. Браво. Не понял. Твой рассказ не понял. Ну все, проверка вечно пустой сетки закончена. Идем дальше. Ну вот, друзья, затарили рыбу. Вот, в мешках. Андрей Аркадьевич сейчас покажет, как завязывает куль. Куль завязывается двумя ушами, как говорится. А для чего? Вот, как мы еще делали. Ага. Потом его вяжем. Ну, у всех по-разному технология завязки, кто как вяжет, оказывается. Я немножко по-другому вяжу, конечно. Вот. У Андрея Аркадьевича такая система завязки. Да. Проверено времени.
Вот это уже проверенное временем, да? Да. Именно, то есть именно проволока должна быть, не веревка, да? Ну, веревку можно, конечно, но проволока как-то уже привык. Благо у нас есть. Вот, все. И грузить хорошо, держать хорошо. Понял? Так, ну и я сейчас тогда в дополнение покажу свою методику завязки. У меня совсем другая. Я, допустим, сворачиваю с клубочком, протыкаю сначала по центру, вот так вот. Ну, практически то же самое, что и в аркадике, только как бы быстрее, но не меньше эффективнее. Здесь я резким оборотом, два оборота делаю. И здесь вот тоже. Вот так вот. Два оборота. Ну и в центре можно смотать, а так. Что-то странные мешочки. КР написано. Ха. Интересно. Может какой-нибудь КР там, не знаю. Ага. 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 не